Добрый день, дорогие друзья. Вновь с вами мы, Айдар Зарипов, художественный руководитель Башкирского театра Стерлитамакского театрально-концертного объединения, Рима Харисова, доцент кафедры режиссуры и мастерства актера Уфимского государственного института искусств, и я, Зинур Сулейманов, художественный руководитель Центра современной драматургии и режиссуры Республики Башкортостан. И мы в новой спецрубрике обсуждаем пьесы современных драматургов, авторов, проживающих в Республике Башкортостан. И сегодня мы обсуждаем пьесу молодого автора Рашида Зайнуллина. Господи, вылетело из головы название. «Жду тебя с надеждой». «Жду тебя с надеждой». Пьеса написана им в прошлом году, и она, кратко перескажу сюжет, пьеса о пожилых людях, которые живут в доме престарелых. Этот дом престарелых находится в деревне, и к ним приходит новость, что их переселяют на другой конец республики, идет оптимизация, и этот дом будет сокращен, и их переселяют в другое место. Естественно, они не очень этого хотят, потому что и привыкли, и здесь они неподалеку жили, и здесь рядом находятся могилы предков, и они не очень спешат отправляться куда-то, где они боятся, что они останутся и будут там, собственно говоря, и до конца своих дней. Вот. У каждого из них есть дети, которые по каким-то причинам их не забирают, то есть редко даже приезжают. Вот. Это живут два старика и одна бабушка. У них есть медсестра, которая за ними наблюдает, приходит, постоянно здесь находится. И вот появляется в этой компании, веселый достаточно, новый постоялец, новый человек, новый пожилой мужчина, который оказывается знаком с бабушкой, здесь, живущей здесь, и он начинает за ней активно ухаживать. Тут завязывается такая небольшая любовная интрига, треугольник такой. В финале оказывается, то есть там идут перипетии, собственно говоря, в связи с этим связанные, на фоне того, что их вот-вот должны перевести куда-то. Но вдруг в финале этот старик, который новоприбывший, умирает от приступа, к сожалению, да, но оказывается, что он обратился к своему сыну, а тот является директором какой-то большой компании, и их оставляют здесь, в этом доме, и он приехал с этой новостью, но он до поры до времени об этом никому не говорил. Вот. И, собственно говоря, получается, что дом этот спасен руками того, которого здешние уже начинали в основном считать за какого-то баламута, врага, который нарушил их спокойную жизнь, собственно говоря. Вот. Если я где-то что-то неправильно сказал, вы дополните, пожалуйста, ребята. Это небольшое краткое содержание этой пьесы. Молодой человек, Рашид Зайнуллин, пишет про людей старшего поколения. По моему мнению, он написал не совсем такую умозрительную пьесу, то есть все-таки он как-то основывался на наблюдениях, на наблюдении жизни, наверное, очень много у него и своих родственников, и других. То есть все это очень жизненно и правдиво, по моему мнению. Вот. И я бы хотел узнать мнение моих уважаемых коллег. Мы уже обсудили две пьесы до этого, обсудили пьесу Айбулата Сисенбаева и Мунира Кунафина. Это третья наша пьеса. Вот. И в будущем мы будем продолжать такие обсуждения. Если вам интересно, пишите комментарии и вместе с нами присоединяйтесь к нашим обсуждениям. Итак, Айдар, Рима, кто из вас начнет? Кто хотел бы высказаться? Давайте, Рима, обратно вы. Ну, хорошо. Честно говоря, вот сейчас слушала Зинура и его фабульный пересказ.
И он меня, честно говоря, как-то вот зацепил больше, чем пьеса, когда я ее читала. Вот, ну, попробую объяснить, почему. Мне кажется, достоинством пьесы это довольно остроумно прописанные диалоги, взаимоотношения двух стариков, которые живут в этом доме престарелых. И это сильная сторона, я думаю, действительно интересно, они очень органично, в общем, очень органично выстроены диалоги. Тогда как вот в самом сюжете, мне кажется, есть очень много лакун, которые требуют еще, ну, больше как-то проработки, что ли, осмысления автором. Вот, например, там есть персонажи, один из которых невидимый персонаж, это сын вот того самого старика, который позже присоединяется к компании дома престарелых, вот. И он, ну, такой персонаж-невидимка, он достаточно, ну, руководитель, да, большой организации, который был вот этим вот богом из машины таким, условно, который, в общем, не позволил распустить этот дом престарелых, и старики остались на привычном им месте. Вот. И мне кажется, вот эта вот история с этим сыном, она вот какая-то такая мифическая, либо нужно было тогда вот эту мифическую сторону закручивать. Мне непонятны мотивы этого мужчины, который, ну, делает такую благотворительность, совершает. В чем смысл, в чем причина, непонятно. Тем более, что нам, авторам, в диалоге мы понимаем, что между отцом и сыном были достаточно трудные взаимоотношения, тоже по непонятной причине были очень сложные взаимоотношения. Но в конце концов вот сын простил своего отца и даже просил его, ну, предлагал ему жить вместе, но отец, вот, зная, насколько он, в общем, недостоин этого предложения, он выбирает жизнь вот в этом вот доме престарелых как наказание за его беспутную жизнь. Вот. И, в общем, вот это вот, ну, как бы на уровне слов нам все это рассказывается, но никак не подтверждается. И тогда вот я оказываюсь в таком неком недоумении, мне задается такой интересный персонаж, есть интрига, но персонаж никак не раскрывается. И в конце концов этот персонаж еще и умирает, и его тайна остается с ним, вместе с ним. Что же с ним происходило, что же это был за человек, так и непонятно. И есть еще один персонаж, это дочь вот, женщины, которая живет в этом доме престарелых, о которой вначале, значит, вначале говорится, что она вот такая-сякая бросила свою мать на произвол судьбы, а в финале вдруг оказывается, что она инвалид и что была прикована к постели, но в конце концов, там, не знаю, по каким-то причинам ей удалось пройти лечение, она встала на ноги, оказывается, что она замужем и благополучно, и у нее есть дети, и вот она вместе со своим мужем приезжает за матерью и забирает ее, в общем, к себе. Вот эта вот история, она тоже какая-то вот, ну, на уровне слов рассказанная. Да, персонажа мы видим, в смысле персонаж дочери в финале, она появляется, но как-то вот эта вот история, она тоже остается загадкой. И в конце концов в этом доме престарелых остаются два этих старика, которые непонятно как будут жить дальше в ожидании других несчастных, скажем так, которые окажутся в этом доме. Вот, и, в общем, вот это вот, ну, какие-то вот такие вот большие вопросы, вот эти, ну, в общем, интрига задана, но эта интрига никак не раскручивается, что ли, автором, на уровне слов только. И, ну, мне, как читателю, это оказывается, ну, мне это досадно. Мне это досадно. Вот. В общем, хотелось бы от... И непонятно, да, и зачем вот эти вот персонажи были даны, вот ради чего, что хотел подчеркнуть, вот какая мысль там, какая идея за этим лежит, про что я должна понять,
через вот этих детей, людей, которые оказались в доме престарелых. Ну вот, как-то я сумбурно говорю, потому что пьесу прочитала не вчера, вот, и то, что отложилось у меня сейчас вот на данный момент в памяти, я пытаюсь воспроизвести, может быть, не очень удачно. Вот. Ну, знаешь, да, я просто вот, ну, как я понял, да, я понял, что в связи со сложными взаимоотношениями у отца с сыном, да, потому что он как раз ну, не участвовал в его воспитании, так скажем, ну, как я понимаю, да, то есть он мало уделял внимания сыну, и у них ну, возникли на этом почве какие-то конфликты, и они ну, перестали общаться. Тут, ну, как бы восстановив эти отношения, у него была единственная просьба помочь. То есть это вот, ну, как-то так вот, по-моему, объяснено в самой пьесе, что он, ну, как бы, это была такая, ну, вот, ну, не знаю, последняя просьба старика сыну, типа, вот ты помоги с этим домом престарелых, как бы. Потому Это что он понятно, но узнал, это же все вот, ну, на уровне слов ну, я говорится. согласен, да, что это вот, ну, а по поводу той дочки, там, насколько я понимаю, она вот как раз все продала, эта бабулька, и пошла сюда, в дом престарелых, чтобы оплачивать лечение этой дочери, которая уже находилась к этому времени где-то за рубежом, я так понимаю, вот на каком-то таком лечении. И все деньги туда отправлял. Ну, в общем, я согласен, что это вот, ну, как бы вдруг как-то раскрывается, вдруг объясняется, и просто объясняется словами, и никак это до этого не проявляется, и это, ну, как бы линия возникает и затухает практически сразу, да? Ну, ты же, наверное, об этом имеешь в виду, что она Ну да, да. разговаривает с собой. Нет, ну вообще вот тема, которая поднята автором, да, то, что его волнует, мне кажется, это очень значимо, и это, ну, и носит такой вот мелодраматический характер, вообще сама пьеса. И мне кажется, для вот, ну, ментальности нашего зрителя, ну, вполне себе она такая воспринимаемая. То есть довольно серьезная, сложная тема, но опять рассказанная через ну, какую-то сердечность, что ли, она, возможно, и может иметь ну, будущее на сцене. Вот что я хочу сказать. Как ты думаешь, Айдар, прости, мы сейчас вот уже сразу пошли в диалог, сейчас ты тоже скажешь, я просто смотрю, а как ты думаешь, Рима, а если туда были бы вкраплены какой-то вот, ну, документальные какие-то вставки в виде монологов, может быть, каких-то вот реальных стариков, вот мы же ездили на экспедицию, и вот, ну, если бы туда были как-то вот это вмонтировано в эту пьесу, и она была бы каким-то, ну, как расширена, обогащена, было бы интереснее, как думаешь, может быть, стоит Рашиду предложить работать в этом направлении? Честно говоря, не уверена я, потому что это вот целиком и полностью, по моему пониманию, вымышленный сюжет. И если сюда монтировать документалистику, то документалистика просто перекроет это все, потому что истинное положение вещей, мне кажется, гораздо более, ну, грустное, чем то, что показано в пьесе. Вот. Потому что вот недавно я, ну так, очень косвенно вот прикоснулась к этой теме и видела, тоже это небольшой дом престарелых в сельской местности, вот, и это очень трудно видеть этих людей, глаза, которые не выражают вообще ничего. Если, наверное, как бы взаимодействовать с ними более плотно, они раскроются, но вот такой ну, общение по касательной, ну, на меня произвело очень угнетающее впечатление. Это трудно. Поэтому я думаю, что вот документалистику монтировать сюда, в эту пьесу, ну, не знаю. Это это переписать полностью, вообще все переписать, пересмотреть свой взгляд. Ну да, я больше вот за это даже, да, то, чтобы переписать. Но я еще к тому, что может, а если это даже не совсем документалистика, а написано как документально, имея в виду вот какие-то такие монологи. Ну, Айдар, извини, мы тебя вот как-то оставили за бортом сейчас обсуждения. Присоединяйся и выскажи свое мнение, может быть... Да, я просто слушаю, потому что, ну, согласен с тем, что история, мне тоже кажется, очень, очень вымышленной. Ну,
и Ну, много такая диалогов. сказка про старичков, да. Ну, такая, да, мелодраматический ключ такой. И причем мне немного было жалко, что написал молодой человек, но вот в старом добром ключе все-таки. Потому что таких пьес есть много, ну, и про тяжелую судьбу стариков, и людей, как бы такие, которых судьба бросает, разделяет с детьми и все остальное. Ну, и были мелочи для меня, которые тоже... Они мелочи, но во мне задавали вопросы. Например, двое стариков и одна бабушка, по-моему. Я думал, что сначала это какое-то одно помещение, где они все вместе собираются в доме престарелых. Но потом я понимаю, что они так и живут в одной комнате. Две дедушки и одна бабушка. То есть они не разделены никакой стеной. Меня это чуть-чуть, ну, как, неужели это так? Вопросы. Ну, возможно, это так, но для меня остается немного вопросом, что они, наверное, там переодеваются, раздеваются, спят или еще что-то. Ну, как бы такие моменты. Дальше, что у меня вызывали вопросы, то есть самое начало, как у Гоголя, да, и к нам едет ревизор, быстро в попыхах забегает это, Медсестра. да, который сообщает, что все, закрываем, потому что оно так и написано, что в попыхах. И у нее полное ощущение, что давайте быстренько вещи собирайте и уходите. А нет, оказывается, есть еще пару дней, и готовиться надо и все остальное. Как бы вот такой момент, что вроде бы в условия погружены такие острые, но оказывается нет. Все нормально, еще есть время, еще что-то. Дальше у меня возникает вопрос насчет этого, как его, Разбей, что ли, да? Ну, как бы дедушка, который... Разбай, да, которого посылают сюда, не посылают, а он сам едет сюда, якобы извиниться перед этой Фаузией, которую он давно-давно любил. Если человек как бы изменился, потому что в финале так и есть, сын оставляет, как бы сын дарит ему такую возможность сохранить этот дом престарелых, и вроде бы человек изменился, человек уже не такой, как был раньше, но в одно и то же время он перед этой же Фаузией флиртует с этой докторшей, то есть откровенно, похабнически даже. То есть для меня это тоже не очень логично. Если он хочет, чтобы она заревновала как-то, тоже непонятно. То есть человек-то уже в возрасте, так скажем. По крайней мере, у меня вызывают вот эти вещи какие-то вопросы. Дальше вот согласен с тем, что ну, очень вымышленно, потому что я не знаю всех тонкостей этих документальных вещей, но сам дом престарелых еще не знает, что он попал под опеку какого-то нефтяного, ну, какой-то нефтяной компании. А почта дошла до отца. То есть почта же очень долго доходит, в принципе, так скажем. Сейчас есть другие какие-то вещи, чтобы уведомить. Наверное, документальный вопрос сейчас я имею в виду. Но дошла почта, еще никто не знает, что он под опекой. Отец узнает об этом первым. Вот такие вещи. И уж для меня вообще фантастика, действительно, что финальная часть, дочка, которая была инвалидом, встает на ноги, имея уже детей, мчится сюда спасать маму. Ну, прям такой натянуто для того, чтобы выбить слезу или там, чтобы все обратно такой хэппи-энд устроить специально. Потому что для меня, возможно, было бы наоборот. Ну, помните, да, Вишневый сад, например, где Фирса заколачивают, уезжают. Или также Дель-Мар, а дальше Тишина, где вынуждены люди бросить свой дом и в дом престарелых идти. То есть там и присутствует такая какая-то мелодраматическая нота, но верится всему этому. А здесь у меня чуть-чуть вот такое недоверие, неверие есть в большом таком объеме. Но, как говорил Римат Лагатный, диалоги очень интересные. И мне сначала показалось, возможно, если это решить в комедийном ключе, возможно, вот эти все события могли бы место быть, иметь свое место. Вот, потому что есть такие шалости стариков какие-то, еще вещи. То есть, вроде бы судьба у них такая очень даже печальная, но они могут над этим шутить, они могут там стараться оставаться на плоту таком, на плаву, и в финале, возможно, да, их закроют или еще что-то, они с чемоданами, но все еще с каким-то
оптимизмом они смотрят на будущее, потому что это поколение, которых не сломает ничто. Ну и плюс, может быть, я просто сейчас придираюсь, но к именам. Мне кажется, имена очень древние, конечно. Потому что если это сейчас происходит, то вот посмотрите на нынешних стариков 65-70 лет. Все-таки имена у них более современные, а здесь, ну, очень такие... Ну, и, честно говоря, да, вот этот вот возраст, да, там, ну, их странно называть современных людей в возрасте 65-70 лет стариками. Ну да. Очень странно. Вот такие у меня впечатления тоже остались. Ну, по поводу имен, мне вот кажется, что он Эрызбай назвал как-то даже специально. И я, на самом деле, в деревнях встречал такое. У меня родственник тоже один такой был, Эрызбай. Или не родственник, а так, соседи в деревне были. Вот, тут вот, сложно сказать. Я вот что хотел сейчас сказать. Мне кажется, что автор... его эта тема волнует, трогает, он не зря за нее взялся, да, просто, да, но в то же время он поступил довольно честно и не стал делать из этого вот именно такую жесткую правду жизни. Он все-таки написал в жанре эту пьесу, написал это, она, ну, может быть, даже, да, как сказка какая-то, явно не претендующая на некую жизненную достоверность прям, хотя это, конечно, не отменяет, это, как бы, и это все должно быть и присутствовать, но в то же время мне кажется, что он вот, ставил целью не то, чтобы раскрыть всю, реальную жизнь таких стариков, а скорее, наоборот, найти в их жизни что-то такое, чтобы, я не знаю, давала свет, что ли. Я не могу сейчас, может быть, правильно сформулировать это, но я хочу сказать, что мне кажется, что он сознательно не шел вот в такую, не писал там, как Распутин, там, или еще кто-то, то есть какие-то такие произведения, собственно говоря. Поэтому эта пьеса не претендует на такое глубокое прочтение. Это, наверное, скорее больше лирическая комедия с элементами мелодрамы, соответственно, да. Извините, перебью. Там был для меня момент, за который можно было зацепиться и тоже чуть-чуть внести то, что я люблю в пьесах, не знаю, не мистику, а какой-то такой символизм. Постоянный звонок, телефонный звонок, на который никто не отвечает практически. Имеется в виду, они берут трубку, а там не слышно. То ли вначале непонятно, то ли это звонок по ним уже, по этим старикам, которые уже, все, ваш звонок прозвенел, как говорится, или еще что-то. Можно было за это как бы, дотянуть до как-то какого-то тоже момента к сказке, так скажем. Вот есть же небеса обетованные, не знаю, какие-то эти, когда в финале идет снег такой, не знаю, розовый, или еще что-то такое. Вот с этим звонком, с телефоном связано, я имею в виду. Да, если бы... То есть все-таки сделать пьесу со вторым дном, ты имеешь в виду, да? То есть сделать ее больше символисткой какой-то. Мне кажется, что она, то тогда, в любом случае, тогда она, требует какой-то глубокой переделки, эта пьеса, если эту тему, дожимать и доделывать. Либо же, сохраняя жанр, если это такая лирическая мелодрама, лирическая комедия, то тогда нужно все-таки объяснять, как Римма Талгатовна правильно говорит, да, то есть не объяснять неправильно, то есть не просто нам в словах объяснить и разжевать, то есть это мы можем понять, а все-таки средствами драматургии это, вот эти линии прописать более понятно, отчетливо и заявить их раньше и довести, то есть наполнить все это остальное уже настоящим мясом таким. Очень много, да, объясняется словами, даже то, что там, например, предложение: твоя дочка, живущая в городе, о тебе не думает. Так не разговаривает. То есть она говорит: ой, кому же мы нужны, спрашивает там Фаузия. И ей такой ответ дают: конечно, твоя дочка, живущая в городе, о тебе не думает. Сразу в одном предложении все объясняется. А можно, наверное, другими путями. Мне кажется, что вообще сама пьеса такой, жанр, это не жанр, сейчас правильно сказать,
тип такой пьесы. То есть для пожилых он очень востребованный. В каждом театре есть несколько пожилых актеров, и, может быть, и больше, да, и каждый же раз возникает вопрос, а что же им ставить, какой, ну, где подобрать и найти пьесу, собственно говоря. И это, ну, то есть такие пьесы, я хочу сказать, нужны. Я вот, ну, продолжая мысль, да, я хочу сказать, что у Рашида вот в связи с этой первой буквально пьесой вполне наметился такое некое направление, то есть мы чувствуем его руку, ему обязательно нужно продолжать. Другое дело, конечно, нужно углубляться в профессию драматургическую, понимать ее законы, может быть, что ли, и не бояться экспериментировать, быть смелее. И мы вот продолжить хотели, Рим Талгат, по поводу звонка, который предложил Айдар. Да, мне кажется, вот это вот очень интересное предложение Айдаром задано о том, что вот звонит этот звонок, и по кому звонит этот звонок. Мне кажется, вот это вот, ну, это может явиться там исходным событием пьесы, и его можно раскручивать дальше, вот, ну, на этом делать фабулу, а не на вот это, не на вот этом вот внешнем событии, что вот, ну, престарелых расформировывают, и он переезжает. Мне кажется, что это, ну, это внешне такое достаточно банальное, ну, на мой взгляд, событие. А вот по кому звонит звонок следующему, в связи с тем, что он пишет довольно любопытные диалоги, то есть он прописывает вот эту будничную жизнь этих стариков, да, наполненную какими-то и шутками, прибаутками, и грустью. И вот если вот самый неожиданный момент, это интересный тоже мотив, когда приезжает старик, начинает ухаживать за... Оказывается, что он встречает здесь свою первую любовь, и он вновь возвращается к этой, ну, как бы, хочет, сделает ей предложение, и вдруг внезапный уход одного из них, вот это вот могло бы быть, мне кажется, ну, сюжетом, поводом для сюжета. Уходы, вот эти внезапные, неожиданные какие-то уходы. То есть, когда, ну, ты, ну, как бы сама жизнь является ценностью. Неважно, где ты там, неважно, в доме престарелых ты или ты где, сама жизнь является ценностью. Вот. И хочется ее прожить, и хочется ее прожить в семье или в доме престарелых все-таки полноценно, максимально. Вот. Вот это, мне кажется, любопытным могло бы быть интересным. Такое противостояние какое-то, не революционное, а просто вот какое-то желание жить. Угу. То есть уйти от вот этой социальной какой-то такой несправедливости, которая, да, вот изначально заявлено, что их вот переселяют куда-то там, ну, да. вроде как... Она вот, уже есть, предлагаем. Вот социальная несправедливость, вообще старики в доме престарелых, это вот, ну, уже само по себе такое обстоятельство, это данность. Вот. Угу. Ну, и еще смотрите, да, вот насчет этого всего. Вот они такие живут, оптимистичные такие, потому что и шутят над собой, и над этим. И даже вот этот момент, что они переезжают в другой дом престарелых, они могут воспринять это с юмором наоборот. Скажут, ох, заживем, о, сейчас переедем и заживем, наконец-то. Спасибо оптимизации, наконец-то все здесь, свои места сядет. Ну, как бы так воспринимать. А вот эти звонки, действительно, вот как в песне «Любишь, не любишь», да, Флорида Булякова, когда вроде бы дед видит сон, как к нему пришла смерть, но смерть-то пришла совершенно не к нему. Здесь тоже звонки. И это название «Жду с надеждой», они ждут своего звонка, что они умрут вот в этом состоянии какого-то счастья, что они вот сейчас, а не когда до пика дойдет, уже в таком ужасном состоянии. Тогда и оправданное название будет, что жду с надеждой. Да. Ну, это уже мы начинаем сочинять, да, вот мне пришло в голову, что было бы интересно историю стариков через монологи. Ну, вот ты же говорил, да, Зиннура, о том, что вот, ну, документалистика, это могут быть и монологи, основанные на, правда, на каких-то реальных историях стариков, но переписанные, художественно оформленные. Но мне кажется, вот тоже через монологи раскрыть суть вот этого, да, историю каждого из них, их, в общем-то, не так много, тоже вот, ну, как
ну, вариант Я, можно было кстати, вот я применить. тоже про это думаю, что вот, ну, вот эти монологи помогли бы нам углубиться. Конечно же, Мгм. их нужно написать очень хорошо. То есть это не Мгм. должно быть просто бла-бла ради, вот, ну, я не знаю, большого текста, да. Это действительно основано на что-то, на чем-то документальном, очень настоящем, очень таким трогающим тебя, задевающим тебя, с какой-то правдой внутри, с каким-то событием внутри каждый монолог, с каким-то таким выворачиванием, открыванием какой-то новой грани, новой стороны жизни. И это не просто исповедь должна быть, монолог исповедь, где вот раскрылся, и дальше уже персонаж не интересен. То есть часто так бывает тоже. Вот вышел в монолог, все про себя рассказал, и дальше уже все понятно с ним. А ну, мне кажется, что это не просто один такой монологик такой, ну вот, раскрыл персонаж, и дальше мы ждем, когда раскроется Мгм. следующий. Мне кажется, вот, ну, это вот не совсем правильно такое, а все-таки это как-то посложнее хотелось бы придумать. Раскрывая их, может быть, постепенно, открывая через вот эти какие-то монологи, и причем вот эти, сама структура комедийная, вот этих диалогов их, она бы, ну, как бы не давала нам заскучать, что ли, или вот, вот на этих монологах каких-то, вот этой такой жизненной правды, так скажем, да? Мгм. То есть, хотя и монологи можно ведь написать с юмором, у каждого своя стилистика, как бы, и речевая тоже, и, ну, как бы, как говорит человек. Поэтому я бы думаю, что это бы помогло. Причем было бы интересно и вот, ну, взгляд вот этой медсестры или вот этого фельдшера, который приходит, да, Мгм. их Мгм. взгляд вот на жизнь, на вот то, что, как они здесь работают. Они же тоже, если это в деревне все-таки, в поселке где-то, то у них есть какая-то своя жизнь, свои семьи, они где-то, и в то же время они сюда приходят, смотрят, помогают, участвуют в жизни этих стариков. И вот по этой медсестре же понятно, что она искренне за них переживает. Она бы не была бы здесь вот столько. И мне тоже хотелось бы услышать и ее какой-то вот, ну, может, крик души, монолог какой-то. Вот. Мгм. А этого, ну, как бы в жизни очень много, в деревнях, вот и в тех экспедициях, которых я упомянул, этого материала достаточно много. Да. То есть, ну, не Если, обязательно даже, что человек о себе рассказывает, да, можно да, же, ну что да. вот, ну, кто-то о ком-то рассказывает, да, раскрывая его судьбу. Да, да, кстати. И звонок, который звонит, собственно говоря, позвонит по каждому из нас рано или Мгм. поздно. Да, да, И мы да. все так или иначе его ждем. И даже уже Мгм. сейчас, не Мгм. обязательно в пожилом возрасте. Мы же не знаем, когда этот звонок Мгм. прозвенит. Вот. Ну, собственно говоря, до этого момента, пока он прозвенит, мы должны как-то вот, ну, жить по-настоящему, Мгм. как-то жить. И вот эти старики, они хотят жить, они живут здесь, перед Ну, нашими глазами. представляете момент, когда один с таким рвением, наоборот, сам бежит к телефону и сам начинает набирать какой-то сумасшедший номер, которого, в Мгм. принципе, не существует. С кем-то поговорить, кто там, кто звонит по нам, не знаю, поговорить с кем-то. Да. Да, да, да. Момент такой. Там, в общем-то, тоже вот этот момент перевертыша у него есть любопытный, когда, значит, один из стариков при смерти, да, и все беспокоятся и боятся. В общем-то, вот эта коллизия, мне кажется, она довольно тоже интересная, что есть один, которому уже, в принципе, все равно, и он вот-вот умрет, а умирает совершенно другой. Да, мне кажется, тоже вот, ну, интересный, ну, мотив, который Мгм, стоит мгм. тоже оставить и раскрутить, я думаю. Ну что ж, за сим, я думаю, действительно уже достаточно. Мы Мгм. очень хорошо Да. поговорили. Желаем еще раз Рашиту продолжать работу и над этой пьесой, если ему этого хочется, потому что мы сейчас, мне кажется, задали очень интересные какие-то направления. Если это его как-то сподвигнет на продолжение, то, мне кажется, такие пьесы очень нужны для наших театров, потому что везде есть актеры пожилого возраста, им нужны такие пьесы. Но если он как бы не захочет дальше продолжать эту пьесу, то он, ну, как бы мы не можем его за это осуждать, он как бы сделал работу, она не комом первый блин, можно сказать, все-таки заявка здесь хорошая, очень много любопытного и интересного, да, есть место расти и развиваться, но это нормально. Поэтому мы желаем ему взять еще тему, которая ему ближе, более и по возрасту, наверное, может быть, ну, с чего-то, может быть, прожитого, неважно, пусть он возьмет какую-то тему, которая ему
очень задевает и продолжает писать. Мне кажется, что из Рашида может получиться очень хороший драматург. Ну что, дорогие друзья, за сим мы заканчиваем, прощаемся, ждем ваши комментарии, и мы будем продолжать записывать вам наше обсуждение пьесы. До свидания. До скорых встреч. Пока. Пока.